Здравствуйте, вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. В Башкортостане на трассе погибла молодая семья из Магнитогорска. В Мелюзе пьяный водитель протаранил бетонный блок, машина загорелась. На въезде столицы республики снесли букву «А» в названии города. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. В Башкортостане ищут виновника смертельного ДТП. Вечером 21 августа в дежурную часть Стерлитамакского района поступило сообщение о том, что на 116-м километре автодороги Уфа-Оренбург обнаружен труп мужчины. На месте происшествия установлено, что 50-летний местный житель скончался от травм, предположительно полученных при ДТП. По одной из версий, вечером 20 августа около 22 часов погибший на велосипеде выехал домой в одну из деревень Стерлитамакского района. И на 116-м километре автодороги Уфа-Оренбург попутный автомобиль, двигавшийся в направлении Оренбурга, совершил на него наезд. Госавтоинспекция Башкортостана обращается с просьбой к очевидцам происшествия сообщить любую имеющуюся информацию по данному факту в ближайший отдел полиции. Еще одно страшное ДТП произошло на трассе Магнитогорск-Кизильская утром в минувшую субботу. В крупной аварии в Бзелиловском районе погибли водитель и пассажир ВАЗовской 12-й. Как рассказал в своем блоге начальник республиканского ГИБДД Динар Гильмудинов, отечественная легковушка столкнулась со встречным автомобилем Kia Sportage. 33-летний водитель и его 32-летняя супруга, жители Магнитогорска, скончались на месте от полученных травм. Травмы получили также водитель и пассажир Kia. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. В Башкортостане в результате ДТП пострадал полугодовалый малыш. Авария произошла утром 21 августа в Белорецком районе на 206-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. По данным ведомства, 32-летний житель Стерлитамака за рулем Шкода Рапид, предположительно на перекрестке неравнозначных дорог, не уступил Volkswagen Passat и совершил с ним столкновение. В результате аварии оба водителя, а также два пассажира Шкода, в том числе 6-месячный ребенок и 34-летняя пассажирка Volkswagen, с травмами доставлены в больницу. Еще одно ДТП с пострадавшими произошло днем 20 августа. При столкновении большегруза и легковушки на трассе в Башкирии пострадали два человека. На трассе Уфа-Оренбург лоб в лоб столкнулись грузовик Renault Premium и легковой автомобиль Opel Vectra. В результате аварии водителей и пассажиров легковушки госпитализировали с различными травмами. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Республике Башкортостан, за рулем Opel находился 23-летний местный житель. За рулем грузовика 44-летний житель Московской области. На месте аварии работали все необходимые спецслужбы. В настоящее время полицейским предстоит установить причины и обстоятельства ДТП. Еще одна крупная авария произошла 22 августа в конце рабочего дня в поселке Горный в Сибае. Как рассказали в местном управлении ГИБДД, девушка за рулем Nissan Laurel превысила максимально допустимую скорость, не справилась с управлением и врезалась в столб. Пострадавшая получила телесные повреждения в виде закрытого перелома тазовых костей. Девушку доставили в приемный покой Центральной городской больницы. Обстоятельства аварии выясняются. В поселке Чесноковка Уфимского района водитель ВАЗовской «семерки» сбил малолетнего велосипедиста на пешеходном переходе. ДТП произошло днем 20 августа. Пострадавшего с травмами увезли в больницу. Свидетель ДТП сообщает, что водитель «семерки» двигался с превышением скорости. По данному факту проводится проверка. А в минувшую субботу в Мелюзе Hyundai Solaris врезалась в бетонный блок и загорелась на закрытом железнодорожном переезде. Как сообщают очевидцы в соцсетях, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался с превышением максимально разрешенной скорости. Свидетели ДТП сообщают, что люди вовремя выбрались из машины и выжили. Подробности аварии выясняются. Еще одно возгорание произошло в минувшую пятницу в башкирской столице. Дотла сгорел автомобиль ВАЗ первой модели. Видеозапись места происшествия появилась в социальных сетях. Автомобиль отечественного производства вспыхнул возле жилого дома номер 18 по улице Свободы. В результате легковушка получила сильные повреждения. К счастью, никто не пострадал. Хозяин машины считает, что его автомобиль подожгли. Его догадки, возможно, подтвердились. Со слов очевидца, машину подожгли двое детей 10-12 лет. Свидетель заметил их в салоне автомобиля за 5 минут до пожара. Что послужило причиной возгорания, пока что неизвестно. Причины трагедии устанавливаются. В Челябинске вахтовый автобус из Уфы протаранил пьяный водитель на мусоровозе. В результате ДТП погибла 17-летняя девушка. Напомню, авария произошла в минувший вторник, 20 августа, около часа ночи на участке проезжей части в районе одного из домов по улице Блюхера в Советском районе Челябинска.
Водитель мусоровоза КАМАЗ столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом «Пежо», который от удара опрокинулся на проезжую часть. В результате аварии 8 пассажиров автобуса госпитализированы в больнице. Одна из пассажиров, 17-летняя девушка, от полученных травм скончалась. При свидетельствовании водителя автомобиля КАМАЗ установлено, что он находился в состоянии опьянения. В настоящее время его поместили в изолятор. Следствием решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В Уфе в минувшую среду в Советском районном суде вынесли приговор женщине-водителю, сбившей насмерть 9-летнего мальчика-велосипедиста. Суд приговорил женщину к 2 годам лишения свободы условно, а также штрафу по 500 тысяч рублей каждому родителю погибшего мальчика. Напомним, ДТП произошло 28 мая на пересечении улицы Бессонова и проспекта Октября. 33-летний уфимка, управляя внедорожником Nissan X-Trail, совершил наезд на 9-летнего велосипедиста. Мальчик переезжал проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП ребенок погиб. В Уфе на ремонт улицы Шато-Руставели между Уфимским шоссе и проспектом Октября направлено 34 миллиона рублей. Обновление дорожного полотна реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Асфальтируют пешеходные тротуары и заезды во дворы. Дорожники обещают, прослужит новое покрытие не меньше 5 лет. Ремонт начали с Уфимского шоссе, обновлять дорогу будут вплоть до проспекта Октября. Это участок в 1,5 километра. На это направили 34 миллиона рублей. С помощью нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» удалось привлечь средства из федерального бюджета. 25 миллионов выделено из республиканской казны. В данный момент выполняются и работы и по укладке асфальтобетонной смеси верхнего слоя. Нижний сделаны, получается, уже выполнено фрезерование предварительно. И параллельно ведутся работы по монтажу техполосы, заездов на дворовые территории и, пешеходных дорожек. Если прежнее дорожное полотно было абсолютно ровным, то новое кладут с небольшим уклоном. Разница между центром и частью, примыкающей к бордюру, 4 сантиметра. Так вода будет стекать к обочине, а срок службы асфальта увеличится. Для тротуара используют дорожную крошку, срезанную со старого полотна. Это, во-первых, экономия, а во-вторых, ходить по камням мелкой фракции все же удобнее. В рамках нацпроекта будет отремонтировано 29 столичных улиц. В целом же по республике новый асфальт появится в населенных пунктах, где его вообще не было. Дорожный фонд в этом году назвали рекордным – 23 миллиарда рублей. В этом году планируется построить дополнительно новых более 70 километров дорог, в том числе подъездных дорог к удаленным сельским населенным пунктам, отремонтировать более 1000 километров дорог и привести в нормативное состояние практически 500 погонных метров мостов. Пробки по улице Шато-Руставели исчезнут к концу сентября, пока же автолюбителям придется потерпеть временные неудобства. В Башкортостане региональный перевозчик получил 102 единицы техники. Отныне каждый районный центр Башкортостана соединен с Уфой маршрутным сообщением государственного перевозчика. Помимо малого класса водителям передали ключи от машин средней вместимости. 60 автобусов вручили 16 филиалам перевозчика. Они будут курсировать не только по Башкортостану, соединяя населенные пункты с Уфой, но и со столицами соседних регионов. А 42 единицы общественного транспорта среднего класса передадут для городского сообщения. Пассажирский автобус ГАЗ Вектор Next удобен и для инвалидов-колясочников. Он оборудован выдвижным пандусом и пневматической подвеской, которая опускает заднюю часть машины, чтобы маломобильным гражданам было проще попасть в салон. Но здесь внутри для них предназначено отдельное место. Такого масштабного обновления автопарка предприятия не было никогда. Еще год назад оно было на грани банкротства, но благодаря вмешательству руководства республики его удалось сохранить. Всего в этом году автопарк государственного перевозчика пополнит 527 автобусов разного класса, а с 1 сентября компания вводит тариф «Счастливый час». Об этом на своей странице социальной сети еще раз напомнил Радий Хабиров. На покупку 527 автобусов до конца года выделят 2 миллиарда 170 миллионов рублей. Приобретение в 2020-м еще 62 машин средней и большой вместимости обойдется в 433 миллиона. Ежедневно на дорогах происходит множество заслуживающих внимания событий, внушительная часть которых попадает в объектив видеорегистраторов. В нашей рубрике «Одним кадром» мы собрали для вас самые любопытные случаи. Как говорится, лучше один раз увидеть. Уфимец подвез на своем авто крылатого пассажира. Видео было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, что по улице Сельско-Богородская едет машина, а за щетку стеклоочистителя держится маленькая птичка. Таким образом, пернатый путешествует по городу. Многие пользователи социальных сетей назвали птичку зайцем, поскольку за проезд любитель прокатиться с ветерком явно не заплатил.
Многие заметили отсутствие буквы «А» в названии города на въезде в столицу. Виновника этого казуса запечатлели проезжающие водители. ДТП произошло в минувшую пятницу. Водитель вылетел за пределы дороги и столкнулся с конструкциями буквами, составляющими слово «Уфа». Как рассказывает свидетель ДТП, после аварии водитель вел себя неадекватно. Чтобы усмирить мужчину, на него надели наручники. Подробности и обстоятельства аварии выясняются. Короткий путь не всегда самый быстрый. Вот и наш герой поехал на парковку напрямик, но не учел светофор. В итоге приехал в соседнюю машину. В этом видео на перекрестке улиц 50 лет СССР и проспект Октября Уфе поделили дорогу два участника дорожного движения. Казалось бы, зачем этим ребятам светофор? Пока это непонятно. Хорошие тормоза – это очень важно, только не для следующего позади вас мотоциклиста. Но у него либо тормоза плохие, либо невнимательный водитель. Соблюдайте дистанцию и не считайте ворон за рулем. Баш Автотрейд на крыше Аркады. Выкуп авто, трейд-ин, кредитование и страховка на месте. От нас сложно уйти пешком. Мы продаем проверенные временем авто. Звоните 8 937 343 41 82. Думаете, что подарить автолюбителю? Отличное решение — подарочная карта «Лукойл». Ее можно оплатить топливо, товары мини-маркета и кафе на АЗС «Лукойл». Позвольте владельцу подарочной карты самостоятельно выбрать подарок. ОСАГО-24. Полис со скидкой до 50%. Бесплатная доставка. Ищите нас в Дубльгиз и по телефону в Уфе 266 46 24. Туры по всей России и миру. Турагентство «Отдых и лечение». Город Уфа. Улица 50 лет Октября, дом 16. Телефон 273 44 10. Набираем в команду молодых и активных. Начни зарабатывать достойно с Мегаполис недвижимость. Звони 8 937 341 04 77. Уфа, Верхняя торговая площадь 4, офис 901. Приглашаем на международный форум-выставку «Транспорт Урала». Экспозиция коммерческого транспорта, спецтехники, деловая программа для профессионалов дорожно-транспортной отрасли. 24-27 сентября в ВДНХ «Экспо». Наружка и коврики всего 200 рублей. Питстоп Уфа, Кирова 128/1. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная 2/2. Телефон 293 46 06. Присылайте свое видео в нашу группу ВКонтакте на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Удачи на дорогах.